Привет, друзья! Всем отличного настроения и позитива. Ну а если такого не наблюдается, тогда внимание на экран, потому что сейчас в эфире «Студия 11». Вот о чем расскажем совсем скоро. Даже он может быть полезным. Бутерброд в стиле ПП. Кисть и хвост. Как связаны между собой английский живописец и порода собак. Нам сверху видно все. История одного из первых высоких зданий Сыктывкара. Начнем с полезной, а главное вкусной информации. Для сохранения фигуры не стоит полностью отказываться от бутербродов. Есть способ сделать их менее вредными. Полноценный прием пищи включает в себя все группы питательных веществ: нерастворимую клетчатку, белки, жиры и углеводы. Как же приготовить бутерброд, в котором будут все необходимые макроэлементы и после которого не потолстеешь? Углеводы получаем из хлеба, при этом лучше выбирать варианты с добавлением цельнозерновой муки. Источником белка может стать отварное мясо, малосольная рыба, сыр или икра. Традиционно источником жиров в бутерброде считают сливочное масло. Но есть альтернатива – творожный сыр, кусочек авокадо, оливковое масло. Чтобы сделать такой завтрак более полезным, добавляем овощи. Листья салата, кусочки огурца или помидора, запеченные кабачки, баклажаны, ну или болгарский перец. Именно такой вариант бутерброда не испортит фигуру и зарядит энергией. Приятного аппетита! Сегодня Всемирный день домашних питомцев. По данным ВЦИОМ, самые популярные пушистые друзья россиян – кошки. Они есть в каждой второй семье. На втором месте собаки, их держат 38% соотечественников. Далее идут хомяки, кролики, морские свинки, черепахи, рыбки и птицы. 1% жителей нашей страны выбирают экзотику вроде крокодилов, ящериц или обезьянок. Интересные питомцы встречаются и у нас в Республике Коми. С хозяином редкой породы собак пообщалась моя коллега Алена Туркина. Эдвин Генри Лансир родился в 1802 году. Английский художник и скульптор эпохи романтизма очень быстро стал известен в культурных кругах. Уже в 12 лет он экспонировался в Королевской академии художеств, а в 22 года влюбился в Шотландию. По шотландским мотивам он создал много работ, которые сейчас хранятся в самых лучших музеях Великобритании. Его имя увековечено в названии породы собак, и мы прямо сейчас с этими собаками познакомимся. Это собаки породы Лансир, черно-белые медведи, красавцы. И с ними нужно обязательно вот так вот общаться, потому что собаки очень коммуникабельные. Павел, как долго вы занимаетесь разведением вот таких вот огромных плюшевых медведей? Ну, конкретно этой породой я занимаюсь 7 лет. То есть я всю жизнь увлекался большими лохматыми добрыми собаками. У меня раньше были сенбернары, потом у меня был бернский зенинхунд. И однажды случайно совершенно был в питомнике под Москвой. Вообще хотел ньюфа. Вот. А там как раз бегали вот эти лансирчики маленькие. Павел, вы изначально сказали, что хотели взять себе ньюфа, но, как я понимаю, это же разновидность вот этой породы собак. Нет, это совершенно разные породы. Да, у них, скажем так, родина одна и та же, это Ньюфаундлендские острова, архипелаг Ньюфаундлендский. И изначально данная порода называлась Ньюфаундлендская собака. И сначала привозили именно вот этих черно-белых, потом на соседних островах стали привозить полностью черных. Лансиры более тонконогие, они повыше, более поджарые, более подвижные, у них морда более узкая, то есть это очень хорошо видно. И по здоровью, по характеру ньюф, они такие увольни, не меланхолики. Лансиры, они такие ярко выраженные сангвиники, даже холерики бывают среди них встречаются. В Википедии написано, что это собаки-спасатели, а значит, я смею предположить, что этим ребятам точно нужно очень много активности. Вы, как хозяин, как эту потребность у собачек в активности удовлетворяете? Все достаточно просто. На самом деле, когда говорят, что собакам требуется большая подвижность и большой угол, тоже от породы зависит. В данном конкретном случае, да, собаки темпераментные, учитывая, что это водоплавающие собаки, им требуются хорошие нагрузки, регулярные, но это не значит, что с ним нужно там по 2-3 часа бегать. Хватает полчаса, минут 40 утром, ну и час-полтора вечером. Собаки, на самом деле, очень такие большие, я думаю, тут это видно, они мне вот как раз до сюда. В квартире таких держать рекомендуете? Собаки, как кошки, особенно крупных пород, они большую часть времени спят. И, например,
дома они спят там на балконе, возле балкона, где-нибудь в прихожей. То есть их, в принципе, не замечаешь. Могу с личного опыта сказать, все крупные породы ведут себя примерно так же. То есть сенбернары, бернские зенитхунды, лансиры в данном случае, ньюфаундленд, доги, они все ведут дома себя тихо, спокойно, места занимают немного. Ну вот во время нашей беседы собаки все около вас стоят, видно, как они вас обожают. Давайте поговорим об их интеллекте. Вот что вы можете сказать? Умные ли это собаки? На что стоит обратить внимание тем, кто хочет таких собак взять себе? Собаки очень адекватные, то есть с детства очень хорошо воспринимают команды. Как и все крупные породы, они, скажем так, не сразу реагируют на команду. То есть у них реакция чуть-чуть медленнее. Если сравнить с немецкой овчаркой, которая моментально реагирует, да, то есть она холерик, то есть если скажешь, она тут же побежала. Эти нет, то есть что-то прикажешь, будет сначала пауза, то есть они подумают, посмотрят, оценят ситуацию, надо, не надо делать, потом сделают. Могу сказать, что в принципе любую собаку можно научить подавляющему большинству команд. Какие-то быстрее учатся, какие-то чуть медленнее. Опять же, зависит от личного контакта. То есть чем больше ты с собакой общаешься, чем больше она проводит времени с тобой, чем больше ты с ней разговариваешь, чем больше ты ей даешь нагрузок именно на голову, да, выполнение различных задач, тем быстрее она развивается и больше команд она, соответственно, изучает. На самом деле на крупных собак внимание обращаешь сразу. И я, как правило, таких еще не встречала. Это редкая порода. А лансиров большинство людей вообще не знают, что такая порода существует. В Европе, например, в Германии они очень популярны. В Чехии их много, в Польше. У нас, к сожалению, вот этих двое, да, это единственные лансиры на весь северо-запад. Что вы посоветуете всем тем, кто держит собак, кошек, и неважно, какой они породы? Вы, как заводчик, какие добрые слова можете пожелать? Самое главное, это, конечно, здоровье и самим людям, и в первую очередь самим любимцам. К сожалению, они живут меньше, чем мы, и сами про себя сказать ничего не могут, что у них там что-то болит, им что-то неуютно, поэтому в первую очередь здоровье, это главное. Ну, а потом хорошего настроения, и чтобы никто не расстраивал, ничего плохого, чтобы не происходило. Спасибо вам большое за беседу и желаем вам удачи! Спасибо огромное! Жители Коми продолжают снимать видеоролики к столетию республики. Один из проектов, который поддержан фондом президентских грантов, называется «Город с удивительной историей» и рассказывает об известных исторических объектах Сыктывкара. Первая серия этого цикла посвящена столичному пожарному депо. Здание пожарного обоза, пожарного депо было построено в 1900-1907 годах. Достаточно длительный срок, но строился он в два приема. То есть первоначально был построен первый этаж с каланчой, а потом, спустя некоторое время, был пристроен еще второй этаж дополнительно. О чем я еще тоже буду говорить, зачем это было сделано вот именно так. И по отзывам в губернской прессе вологодской, строительство вот этого нового здания было довольно-таки важным событием, поскольку старое здание пожарного обоза, оно уже было ветхим. Ну, собственно говоря, кроме того, каланча, которая там находилась, она не позволяла видеть весь город. То есть была такая проблема. Поэтому надо было строить новое здание с более высокой каланчой. Кстати, высота каланчи нового здания была 11 метров. И для Усесольска того времени это было довольно-таки высокое здание. С ним по высоте могли соперничать только колокольни соборов, которые находились в современном Кировском парке, да, пожалуй, на Стефановской площади, Стефановский собор. Вот. А вообще в городе было всего-навсего на 1910 год 13 каменных зданий, это 1,5% от общей застройки. И, понятное дело, остальной город был деревянным, и, соответственно, пожары были весьма опасным явлением для Усесольска. Вот. Пожары в нашем городе случались, порой они были довольно-таки значительными. Собственно говоря, один из самых известных произошел в 1812 году. Такая грустная параллель, потому что тогда был печально знаменитый московский пожар, вызванный действиями французов, которые оккупировали старую столицу. Ну, а у нас, в общем-то, тут были другие причины, но последствия разрушительные были и там, и там. У нас сгорел архив, и, в общем-то, теперь документы Усольской городской думы до 1812 года, они сохранились очень в плохом числе, их мало. Это вот такая проблема. И буквально в 1813 году власти уезда Усольского озаботились тем, чтобы в городе наконец-то стала вестись борьба с пожарами. Что касается вот этого самого здания,
Да, оно стало и одним из самых таких заметных зданий в городе. И пожарным действительно тут было лучше служить. В то же время самый первый пожар после его постройки произошел как раз в самом этом здании, на втором этаже, там, где было казначейство. Но он был небольшой, был быстро ликвидирован. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Это студия 11. Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Игры настоящих мужчин. В столице Коми состоялся турнир в формате ММА. Гуляем с огоньком. Как организовать тематическую вечеринку. Сделано в СССР. Заглянем на выставку советской бытовой техники. А сейчас информация для тех, кто любит пожестче. В Сыктывкаре прошли бои без правил. Вечер получился действительно жарким. Хотел поучаствовать в боях, но решил просто снять сюжет мой коллега Никита Чернов. ММА. Громкие три буквы, будоражащие кровь молодых парней вот уже на протяжении многих лет. Этот спорт притягивает взгляды миллион глаз по всему миру. Но почему этот спорт так привлекателен? Ведь он имеет одно важное «но» – большую травмоопасность. Или как раз это и привлекает? Вообще класс! В минувшую субботу в Сыктывкаре прошло грандиозное по меркам спортивного коми-сообщества событие AMC Fight Nights. 13 пар вышли в октагон, чтобы показать свою ловкость, подготовку и, конечно же, силу. Победители в каждой паре заслуживали особый презент – медиапризвание. Со многими из победивших после боя нам удалось пообщаться. Сейчас очень много бойцов ММА стало, потому что раскрутился сильно этот спорт. Стоит ли сейчас продолжать туда новичкам идти? Я считаю, что новичкам нужно в любителях себя хорошо обкататься, то есть бои, побольше боев, выступать по боевому по рукопашке, везде, где есть только возможность. Вот. И потом уже допустим, до определенного уровня уже почувствую, что можно дальше идти. Но самый главный бой вечера был впереди. Известный боец Александр Емельяненко против бойца из Бразилии Марсио Сантоса. Победу одержал Марсио, но и Емельяненко после файтинга остался бодрячком и не унывал. Удушающим приемом победу одержал После такого напряжения взять комментарий у бойцов задача не из легких. Но нам удалось пообщаться с основателем площадки, который ответил на вопрос, что же так привлекает людей в этих драках. Люди, которые выступают в ММА, они, во-первых, применили старые добрые методы для раскачки. То есть там не стесняясь, поливают из всех орудий, конфликтуют и так далее. Все это близко же человеку, да, скажем так. А во-вторых, они кажутся зрителю таким более простыми и понятными. Знаешь, боец ММА, такой мастер, куда нам до него, а здесь выходит такой же, как бы, условно, пацан, как ты сам, и начинает драться. И поэтому людям это ближе, они поэтому это смотрят, за это топят. Для Коми приезд ММА промоушена такого уровня очень большая удача. На утро после события о Сыктывкаре говорили везде, и наш город гордо красовался в топе новостных лент. Когда надоели банальные посиделки и хочется чего-то необычного, пора проводить тематическую вечеринку. Она может быть отличным вариантом как для дня рождения, так и для встречи Нового года или любого другого праздника. Об организации таких пати сегодня и поговорим с нашим гостем. В студии 11 Анна Безносикова, организатор праздников. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с понятия, что такое тематическая вечеринка. Тематическая вечеринка – это стилизованная вечеринка, где тематика поддерживается от самого начала вечера, то есть где welcome зона, и до самой последней точки, до самого финала. Сегодня вы пришли в пиратском таком костюме. Да. Причем полностью, да, аутфит от головного убора до обуви, все прям. Да, это очень важно. Проделано, да. Почему именно пиратская вечеринка вот в вашем арсенале есть? И вообще, модная ли это вечеринка? Да, это очень модно, потому что банальные тусовки, юбилеи, дни рождения и новогодние застолья всем уже надоели, и хочется
чего-то необычного. Но пиратская — это одна из популярных, да, то есть, мне кажется, очень хорошо подходит для новогодней, в том числе, тематики. А так, если посмотреть, наиболее популярные сейчас — это вечеринки в стиле 90-х и 2000-х. Это поддерживается сейчас везде, писк сезона. Это, конечно, вечеринка в стиле стиляги. И сюда можно отнести, например, и гангстерскую вечеринку. А правильно ли я понимаю, что тематическая вечеринка намного интереснее, ежели обычная? Да, конечно, потому что мы сами погружаемся в этот образ, и эта тематика поддерживается не только в образе, она поддерживается и в музыке, и в самой программе вечера, и в оформлении этого помещения. Это гораздо интереснее, но это требует больше подготовки. А гости должны вот выдерживать эту стилизацию? Обязательно. Если вы сами решите организовать тематическую вечеринку, вам нужно заранее предупредить всех гостей, лучше за месяц, чтобы они успели подготовить соответствующие наряды. Дресс-код, да? Дресс-код, да. И необходимые для этого атрибуты, аксессуары. А еще вот есть какие-то тонкости? Понятно, что внешний вид, может быть welcome-зона, да? Что такое welcome-зона? Это начало праздника. Вот когда гости приходят, да, они сразу же, может, что-то общаются, что-то делают. Еще на что нужно обратить внимание? Музыка, да, может быть? Правильно, Андрей, welcome-зона очень важна. Но вообще можно, по-простому, это зона для фотосессий, где все гости могут уже в образах сфотографироваться, взять какие-то необходимые атрибуты для этого. Очень важно учесть музыку, потому что если вы включите современную попсу на пиратской вечеринке, соответственно, она не зайдет. То есть плейлист нужно тоже подготовить заранее. Уделить внимание оформлению стола. Это могут быть какие-то и флажки, например, если это в пиратском стиле, канапешки в этом стиле, какие-то подобранные блюда. Еще здесь очень важно уделить внимание и оформлению не только welcome-зоны, но и всего помещения в целом. То есть тоже какие-то плакаты, растяжки, да, для атмосферы. Могут быть какие-то правила вечера, например, да, или там которые будут интересно посмотреть, почитать гостям. Ну и, конечно, гвоздь программы, да, это гвоздь программы — это сам сценарий. От него зависит многое. В зависимости от того, какая тематика, можно, например, придумать тайные клички. Например, в пиратском вечеринке это актуально. Или на гангстерской вечеринке. Можно придумать клятву пиратов, посвящение в пираты, например. Еще здесь немаловажно погрузить гостей в эту эпоху, и можно сделать викторину на эту тематику. В чем ходили, что ели, как одевались, чем занимались в той или иной тематике. Это тоже будет гостям интересно, чтобы они тоже заранее подготовились, почитали, может быть. Особенно касаемо, например, направления стиляги, либо направления 90-х, 2000-х. Ань, ну вы столько много всего рассказали. Я думаю, что наши телезрители, я думаю, могут с легкостью организовать себе, своей семье, детям такой крутой праздник, например, пиратская вечеринка. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Техническая эстетика, вещи и смыслы. В Национальном музее Коми открылась выставка, которая рассказывает о советских товарах широкого потребления. Пылесос «Мини-Вихрь», фен «Улыбка 78», электронная игра «Квака-задавака», радиоприемник «Спидола». Все это было страшным дефицитом. Для кого-то экспозиция станет поводом для ностальгии, а кто-то впервые увидит технику, которой пользовались наши родители. Свой собственный камбэк совершила моя коллега Елена Красильникова. Мы и не думали, что все это уже история, говорят посетители выставки. Многие предметы, сделанные в СССР, люди используют до сих пор. И не только на дачах, но и в городских квартирах. Дома я сейчас вот приду и буду сегодня уборочный день, буду этим пылесосом квартиру убирать. Телевизоры, фотоаппараты, радиоприемники, фены, кофемолки, сифоны или вот, пожалуйста, вафельница. Рядом пожелтевший от времени листок бумаги с семейным рецептом. Взгляните на легендарный холодильник ЗИЛ «Москва», который и сегодня удивляет надежностью и восхищает дизайном. На ручке замок, чтобы в коммунальной квартире никто, кроме хозяев, не взял продукты. А это катушечный магнитофон «Ростов», как будто только с завода. Елена Альшевская надела на выставку кремпленовое платье своей мамы, учителя истории Печорской школы. Наряд шит примерно на такой машинке. В
Во времена дефицита женщины сами создавали эксклюзивные модели. Поскольку сшито оно из такого добротного советского кремплена, очень типичный для тех времен, для моды того времени, конца 70-х, начала 80-х, вот этот рисунок, дизайнерское решение тоже. И я его сохранила как память вот о маме, о том времени, когда я заканчивала школу и когда мама там работала. Радиолы, которые совмещали проигрыватель пластинок и радиоприемник, еле вписывались в квадратные метры хрущевок, но были, вспоминают посетители выставки, настоящими друзьями и товарищами. Валерий Чесноков в детстве занимался радиохулиганством. Подключал к радиоле приставку, микрофон и выходил на короткие волны. Выходишь на связь с позывным, ну, любой позывной, там, да, вот я, к примеру, барон, я барон, вот, ищу, ну, себе собеседника или с кем можно было пообщаться. И в это время, ну, ищешь, кто, так сказать, по всем волнам бегаешь, ну, кто-то включается, тебе говорит, я такой-то, такой-то, я звезда. Вот, я тебя хорошо слышу, слышимость 5 баллов, там, давай, ну, побеседуем вначале. Реально, значит, никто имен своих не называл. Вот. После беседы мы друг другу ставили пластинку, песни. Часть этих предметов на выставку принесли сыктывкарцы, которые откликнулись на призыв Национального музея Коми. Один из стеллажей заняли первые электронные игрушки. Я сейчас, когда их увидела, прямо сразу такая волна тепла. Безумно, вот очень помню эту игру. Очень было увлекательно, тем более, что, ну, это понятно, сейчас современных детей много разной электроники навороченной, а тогда для нас это был просто, наверное, верх технического, я не знаю, чего там, искусства. Вот. И, конечно, с удовольствием во все это играли, и очень, прям вот как сейчас помню, так сразу захотелось все это потрогать, понаживать, чтобы эта лампочка загорелась при правильном ответе. Здесь собраны вещи, сделанные в 60-е, 80-е годы. Такой период выбран не случайно. В 1962 году в Советском Союзе открывают научно-исследовательский институт технической эстетики. В СССР развивается промышленный дизайн. На это накладывается научно-технический прогресс. Это появление транзисторов, появление микросхем, которые изменили облик техники. Еще социальный контекст и культурный контекст – это то, что люди обрели достаточно много, ну не скажем немного, но больше времени намного свободного досуга. Это 2 выходных и некоторые другие, да, вот моменты. Это изменяется структура и содержание времени человека советского. То есть поэтому это, конечно, Рубикон и рубеж 60-е годы. Ну и понятно, что это же оттепель все-таки, такое более светлое время. Чтобы купить бытовую технику советским семьям, на несколько месяцев, а то и лет, приходилось затянуть пояса, копить деньги и, конечно, долго стоять в очереди. Сейчас все эти предметы можно увидеть на выставке и даже посмотреть одну из ленинградских передач «Музыкальный ринг» с Борисом Гребенщиковым по черно-белому телевизору для полного погружения. На этом заканчивается очередной выпуск «Студии 11» и ноябрь. Впереди, пожалуй, один из самых волшебных месяцев в году, который венчается Новым годом. Желаем, чтобы декабрь прошел для вас ярко и незабываемо. До встречи в эфире. Пока!